участниками проекта «Киноальманах» по новеллам Михаила Лакерпа. Сегодня у нас в гостях участник проекта Вячеслав Облокин. Славик, ну тебя представлять не надо, тебя знаем мы все, ты уже стал частью нашей истории. Первый абхазский режиссер, человек, который снял первый абхазский фильм. В советское время кино было для нас закрыто, для абхазов. Да. И поэтому это был такой подвиг. Первое кино абхазское еще в советское время зритель наш увидел. И у меня к тебе вот такой вопрос. Как так случилось, что ты попал вот в этот детский проект Лакербовский? Расскажи, пожалуйста. Это совершенно случайно. Я Тимур говорю, слушай, Тимур, может, меня с пацанами вместе, ты попробуешь мне тоже выбить какие-то средства, чтобы я тоже вместе с молодежью снял. Сотовая связь Амобайл пошла навстречу. И, естественно, выделили средства, то, что все. То есть появление средств на этот проект, оно мотивировало твое участие в этом проекте. Вот это молодое поколение, они гораздо предприимчивее, чем мы, правда? Надеюсь, они нашли возможность в такой тяжелый, не только для нашей страны период, но и для всего мира в нелегкий период. И даже тебя пригласили быть одним из участников. Это талантливые ребята, и надо их поддерживать. Славик, ну пока, получается, они тебя поддержали. Я очень этому рада, потому что если у нас будет поколение, которое будет нас поддерживать, потому что мы немножко уже из другого времени, правда, мы, может быть, еще что-то сможем сделать. Правда, без нашего опыта, они, конечно, шаг не сделают. Нет, они-то сделают, понимаешь, но мы все равно можем облегчить им этот опыт, правда? Можем облегчить. Чтобы они делали все-таки абхазское кино. Да, они будут делать абхазское кино, а как они могут делать другое? Они же абхазы. Оно в любом случае по духу будет абхазское, а это самое главное. Это самое главное. Скажи, Славик, какую ты взял новеллу? Пушинку. Право выбора было, ребята сказали, вот это снимать, это. Я говорю, давайте я возьму Пушинку. И просто осуществил экранизацию литературного произведения в духе советского кино. Что для тебя лично показалось сегодня в этой новелле актуальным, злободневным? Во-первых, ты пошел в одной увязке с молодыми, да? Ты же очень долго не снимал, Славик. Надо было сказать что-то наболевшее. Было это? Я ничего не хотел не наболевшее, я хотел снимать просто кино. И я решил, что это просто кино? Просто советское кино, обыкновенная экранизация этого литературного произведения. Вот. И потому я уж, дай бог, все разные режиссеры, все молодежь, прекрасные, талантливые ребята. Дай бог, пускай даже лучше будет в смысле кинематографического. Ну, я не говорю лучше-хуже. Лучше-хуже. Просто сегодня и техника же другая, и методы. От этого язык кино меняется, правильно? Да, язык кино меняется, но вот я в таком кино воспитывался. Несмотря на то, что я преклоняюсь перед тем кином, которое я прекрасно понимаю, я бы тоже такое кино снял.
Вот. Какое такое, что ты имеешь Ну, в виду? вот типа Сталкера, типа Андрея Рублева, понимаете? Типа Колчарукова. Ну, типа Колчаруки это вы должны снимать абхазское кино. Понимает ли зритель извне? Не понимает. Мы должны свое снимать. Вот мы, например, я не могу смотреть, например, японский знаменитый театр Кабуки. Я не могу. Но для них они в нем понимают, они в нем плавают. Вот то же самое. Вот Ну, я- как ты считаешь, настоящее искусство, оно же должно быть понятно и в космосе? Нет, настоящее искусство будет понятно и в космосе. Ты должен войти в шкуру той нации, которая... Ну, не посвящена. всегда мы в шкуру Да, японцев, да. мы же смотрим тоже Мы же, японское, например, вот- корейское, китайское, да. Куросаву мы смотрим, да, с Куросаву огромным мы смотрим. удовольствием. Да, да. Он же... Мы-то смотрим на них с профессиональной точки зрения. Но Ну, почему с да, профессиональной... я, например, я Куросаву смотрю, как сделано, гениально просто. Ты не получаешь удовольствие? Как? Я-то получаю, но тот рядом со мной не получает. Но мы же не делаем фильмы для профессионалов, мы делаем для людей Вот об этом определенного и говорю. уровня Да, сознания, да, да. правильно? Да, конечно. Люди Конечно. определенного уровня сознания Конечно. есть в любой нации. Конечно. Какой-то культурный уровень сознания, правильно Да. же? В назидание молодым надо стремиться делать такое кино все-таки, Ну, надо, мне так кажется, которое любому- будет понятно любому человеку во всем мире. В любом случае должна быть драматургия выстроена, кинодраматургия или изобразительная драматургия, последовательность. Вот, чтобы было доходчиво и понятно. Драматургия должна быть понятна, это Везде, еще со да. времен Аристотеля, понятно, она Да. связана с психологией восприятия Да, человека. да. Жизнь как идет-то, она не сумбурна, она все выстроена, последовательно. Как хочешь философски, все равно последовательно. Потому когда вымеряешь ты каждый кадр и каждый этот, ты должен их стыковать так, чтобы как в жизни последовательность. Ну, я с тобой Да. поспорю, не как в жизни, потому что пространство жизни, оно другое, нежели пространство любого художественного произведения. В этом, наверное, и наше и мастерство заключается. Ну, возможно, в том, чтобы возможно, суметь возможно, в рамках этого пространства жизненную форму вместить. Форму вместить. Правильно? Да, да, да. Теперь следующий вопрос. Как ты оцениваешь свою работу? По возможности, Ада, я, значит, снял на обыкновенную видеокамеру. У меня задача была не то, чтобы сделать такой изобразительный кинематографический ряд, который повествовал бы этот рассказ. Я выстроил обыкновенную драму на простой видеокамере. Какой метраж твоего фильма? Ну, 30 минут. Ты когда в короткий метр загоняешь, то надо какие-то акценты делать. Вот я через музыку, через шумы, через вот этот, я постарался акценты дать какие-то и выстроить вот эту драму вот так, чтобы как-то сердце человека тронуло. Она может немножко даже есть театральность в нем. Но это чистая экранизация, как я говорил, литературного приема. Я именно хотел передать вот этот дух времени как-то. Вот, даже у меня там что? У меня там даже мало панорам таких, потому что возможности не было. Двор пустой, его застраивать очень трудно, заполнять чем-то очень трудно. И потому такими отдельными кадрами, отдельными оценками актеров, вот, взглядами, отношением. Славик, как ты считаешь, это кино, вот, которое ты снял сегодня, я могу сказать, да, чем оно кардинально отличается от того кино, которое ты снимал на пленку в условиях производства пленочного кино? Чем оно глобально отличается? Какой плюс ты в этом видишь и какие минусы ты в этом плюс видишь? то, что она камерна.
вот, не распространен. Это ты считаешь как плюс? Да. А это что, нельзя камерно. было камерно снимать в пленочную эпоху? Не, ну, камерно, ну, почему нельзя было? Ну, тогда техника была, тогда, конечно, можно было, потому что тогда возможности другие были. Тогда можно было выстроить весь антураж, выстраивать. А здесь антураж никак не выстроишь, там 4 человека заняты. Ведь в произведении там всего 3 персонажа. Ты говоришь, что условия сегодняшнего дня тебе не дали тех возможностей, да? Естественно, конечно. Ты понимаешь, получается очень странная вещь. С одной стороны, мы говорим, что техника дешевеет, а ты говоришь о том, что ты не нашел вот тех возможностей, которые бы тебе дали вот ту широту творческого. Конечно. У меня камера не ходит, камера не двигается. А почему уходят же камеры цифровые? Нет, цифровые ходят, но ведь антураж-то у меня-то кругом современные дома, кругом этот двор пустой. Это надо чем-то то есть чисто тебе надо было восстанавливать эпоху, да, восстанавливать двор, эпоху, и у тебя не было вот этих возможностей, да? Конечно. И это, как у нас говорят, какое дело, насколько дело у тебя размер, вот, настолько и растягиваешь свою ногу. Язык кино, он же формируется в основном из вот этого пластического ряда. Да. То есть, по большому счету, ты себя лишил вот этой Но уникальной... я уже лишил себя в сценарии. Я уже знал, какие возможности будут, и постарался так выстроить логически, вот эту драматургию выстроить, чтобы было понятно и тронуло зрителя как. Да, вот у тебя... главное, это вот интересно, вот кому бы я, например, друзьям там не показывал, такое впечатление, как будто они полнометражный фильм посмотрели. Вот 30 минут идет, но оно как-то объемно получилось, что... Скажи, пожалуйста, Славик, Да, у тебя актеры были заняты и не актеры. И не актеры были заняты, да. Но вот удивительно, что вот не актриса, самая естественная, я считаю, что на экране. Потому что это, как говорят, разовая актриса. Что значит разовая актриса? Разовая, только один раз пригласишь на определенную роль. Ну, это очень трудно было выжимать. А как ты выжил? Ну, расскажи. Ну, очень сложно было. Вот что ты предпринимал? Я хотел, чтобы на глазах, предположим, чтобы у нее слезы пошли, заплакала. Вот, заплакала. Ну, не получалось. Я начал кричать на нее. Я ее дергать начал. Я просто на площадке орал. Вот, она бедная заплакала. И я говорю, давай снимай. И вот, вот так и пришлось. То есть ты да. вот такими вот методами... Да, вот такими методами. Иначе я... А как с театральными актерами тебе работалось? Нормально. Главное, что То есть наши театральные актеры у тебя были старался, чтобы они более естественнее выглядели. Вот скажи мне, Славик, для тебя это было чем-то новым, вот в твоем творческом пути, в твоем творчестве? Вот что-то было новое вот в этой работе? Новые актеры были, только лишь, и все. Так я как только начал снимать, вот, думал, слушай, я давно не снимал, что же мне... Но потом я уже почувствовал то время, вот, в себе почувствовал и пошел дальше. И уже как обыденное, обычное такое. Мне не нравится твоя фраза «обыденное». Да. Как по жанру ты определишь вот эту свою работу? Драма. Драма. Хотелось, чтобы до сердца зрителя дошло вот это вот. И я же говорю, я акцентировал. Ты считаешь, что это полноценная кинодрама, что это кино? Ну, это, конечно, и это кино, и Ты это понимаешь, кино. в чем дело? Сегодня настолько грань теряется между кино и телевидением от того, что мы пользуемся одной и той же техникой. Как вот в этом контексте ты рассматриваешь свое кино? Это все-таки телефильм или это кинофильм? Ты же сказал нет, о том, что ты умышленно... Это настоящее телевизионное кино. Ведь там, я же говорю, там нет длинных панорам, дальних планов нету. Все на крупном, в основном, если вы заметили, оценки. Это телевизионный фильм.
следующий вопрос. Собираешься ли ты дальше работать в этой стилистике? Вот я не знаю, я не знаю. Может быть, такое произведение попадется, где будет философское изображение. Займусь этим. Понимаете? Вот это... Вот, Не поняла я тебя, что вот значит... я тебе сейчас скажу. Дело в том, что если вот это произведение, вот почему Фазилия Искандера загоняет в философское вот это? Фазиль Искандер очень понятный бытовой писатель. Ну, я бы не сказала, что он бытовой, понятный, да, понятный, но у него достаточно широкий образный ряд, чтобы назвать его бытовой. Это, естественно, образный ряд, но он очень так понятен. Почему вот Фазиль Искандер вот в Колчаруке всем понятно? Потому что это чистая земная история. Ты считаешь, что у Куросавы не земные истории? Там земные истории, но у него там другое совсем. Ну, мне кажется, ты немножко обужаешь, суживаешь понятие философское, бытовое, реальное. Мне кажется, что дело тут не в этом, а дело в том, в какую форму мы облекаем то или иное, как художники, вот мы, кинематографисты, вот, да? Вот Михаил Лакербай, он понятный, бытовой такой. Тебе кажется, он понятный, бытовой? Конечно. Там да. нет никакой философии. Там есть национальная мораль. Есть. Мораль как догма, да? Какой-то догмат. Да, что это положено так, это положено но, так. А догмат под собой не подразумевает некую философию, которая приводит конечно, к этому если догмату? Так докапываться, конечно, докапываться. Но мне кажется, что ты все-таки немножечко все-таки обужаешь еще и эту область тоже. Я хочу, чтобы было доходчиво, понятно. Вот кому понятно? Ты понимаешь, зрители? Настоящий зритель это понятие слишком абстрактное. Нет, ну конечно, сейчас я не имею. Ты хочешь быть понятным массе. Конечно. Простому, самому простому. И больше тебе, то есть твоя задача на этом... Нет, ну на этом, ну как бы я уж совсем уже не хочу, чтобы на поводу у зрителя такого идти. Вот, а что я из тебя вытаскиваю. Да, нет. Это же можно скатиться на то, чтобы идти просто на поводу, заигрывать со зрителем. Можно, например, фильмы Гайдая я не люблю. А я люблю. А я не люблю, потому что там дешевые трюки, там правды жизни. Но он откровенно идет на это. Это такая форма. Это такая форма. Но у Георгия Данелия все смешно, но там правда. Я ему больше верю, чем Гайдаю. Рязанову больше верю, например, чем Гайдаю. Ну, тоже верю, не верю, понимаешь, это вещи такие, они немножко уже с другой области. Это признанные мастера, каждый из которых работает в определенной стилистике, в определенной манере. Кому-то может быть близка эта манера, кому-то не близка. Но то, что это большие мастера, мы оспаривать не можем. Ну, естественно, есть кино для внутреннего пользования, есть не для согласна. фестиваля. Я не согласна для с этим. фестиваля есть. Снимать для фестивалей, понимаешь, это ничего хорошего, не специально я думаю, для фестивалей, но оно фестивальное кино, которое поймут, оно общечеловеческое. Которое поймет круг специалистов. Да. Это кино для всех. Кино как искусство. Как искусство. Вот кино как искусство. Все-таки в какой бы стилистике, в какой манере, с какой техникой и как хотелось бы тебе работать, вот чтобы ты был свободен от вот этих условностей, которые, как ты говоришь, тебя обужали в этой работе, да, сужали. Просто, я сейчас скажу, я хочу снимать просто кино снимать. Уже как на душу, если ты снимаешь, как заложится, вот, зародится в душе, ты его так и должен снимать. Тогда тебе и зритель поверит, и все поверят. Если как. Не надо искать каких-то приемов специально. Замечательные слова. Вот, не надо искать. У тебя есть вот такое что-то, вот которое у тебя на душе лежит, и что бы ты очень хотел вот... Есть, конечно, есть.
Славик, я хочу тебе пожелать творческих успехов, хорошей презентации. Я надеюсь, что молодые дальше будут стоять рядом с тобой, а ты будешь стоять рядом с ними, и я где-то тоже там буду рядом с вами. Будем. Всего тебе самого доброго. Спасибо. А сейчас мы посмотрим трейлер к фильму Вячеслава Облотия «Пушинка». Приятного просмотра. Мап, сымцари хизар қалап, машырка хылжанц. ورش رسوقارو تخمزاي مامو واخا برس رسفش تبامي سرش رسنسو برب خال نبان خويد يقاو يلا بدراي ايه انشا ارشان بحا يقاو رشو دودو حن بيشتي هو باقص ناس ورايوزة ويختب وكخاقدي وسكوك سمان خراسخان سرقش براسي يقول اخ شودد أنت شويت شوكو بستنا وخابو سرقش بخاز قد ورا برا هاري بتاعتشا زنزيب قواتما ورد سقوات استخا ورا وزيري حيتسابو دخزر هاخوروا حيتساب أخا شمشاكم خر شودد فيكتن شولي وبشو خزار عم شرشقو بزن رمشوخ شكاقي زكوي